Всем привет! Сегодня я хочу показать, что значит 256 мегабайт оперативной памяти для Symbian. Не секрет, что у других производителей есть телефоны с большим объемом оперативной памяти, но как и объем двигателя или номинальной мощностью автомобилей, оперативная память не значит все. Вот возьмите, к примеру, таблицу рекордов на Нюрнбург-ринге, и вы поймете, что машины с вдвое-трое меньшей мощностью показывают лучшие результаты. Типичный пример Bugatti Veyron, у которой 1001 лошадиная сила, но она где-то там в двадцатке плетется. Так и здесь. Достоинством Symbian всегда являлась многозадачность. И сейчас я продемонстрирую, что может сделать Symbian 3 на Nokia N8. Итак, я запускаю диспетчер приложений, и как вы видите, количество открытых приложений 27. Причем я использовал не только такие, как меню, но и музыкальный плеер. И, например, браузер, Quick PDA, Opera Mobile, Opera Mini запущено. Потом Яндекс карты. То есть это, вот видите, все прекрасно работает. Как карты Ови, FM-передатчик, диктофон, чтение сообщений, Adobe PDF и так далее. Сейчас я найду еще фото, например, просмотрщик фото. То есть те вещи, которые требуют реально большого количества оперативки. Ну и самое главное, наверное, еще и, помимо всего прочего, и видеоплеер. То есть, видите, все запускается, все разговоры о том, что Симба тормозная или что-то в этом роде, они не соответствуют действительности. Реально все работает просто замечательно, превосходно, и поэтому, думаю, вы сами все видите, и комментарии здесь излишни. Вот. То есть вот все работает, и при этом мы можем смотреть, что запущено 27 приложений. Ну и, соответственно, еще, чтобы показать, видите, практически все меню испещрено цифрами этими кружками, которые обозначают запущенные приложения. Все офисные, карты и так далее. То есть вот так вот примерно работает новая Symbian 3 на новом железе. Всем пока.